Друзья, я вас приветствую на нашем канале. Смотрите, утро, 10 утра. Я иду на работу, ну еще близко к 10, да? Представьте у себя в такой вот в своем городе. Вы идете на работу, а на улице никого нет. Такие вот, друзья, дела творятся в нашем городе. Обычно утром всегда народу много на улице. А нет, вот смотрите, первый пешеход, которого я встретил. Все, друзья, шутки кончились. Все, короче, начинается новая эра, можно сказать. Зима берет бразды в свои руки полностью уже. Все, 20-22 градуса на улице, мороз. И приходится уже, как говорится, принимать действенные меры в связи с этими событиями. Ну, вы меня поняли, да? Нет, просто нужно тепло одеваться. Все, больше ничего не нужно. Одевайтесь тепло, и вы станете тоже якутянами. Потому что якутяне не те, кто не мерзнет, а те, кто тепло одевается. Комсомольская улица названа в честь первостроителей города, мирного приехавших в конце 50-х годов 20 века по комсомольским путевкам из всех республик Советского Союза. В том числе были 211 посланцев комсомола Якутии. Вот такая памятная доска висит на доме с орденами. Ленинградский проспект, 19. А мы, короче, проболтали. А нет, как раз, смотрите, наш светофор загорелся. В курсе, да, что тут у нас теперь модно переходить по диагонали? Раньше можно было как? Подойти к перекрестку, посмотреть налево, посмотреть направо. А теперь нужно посмотреть на все 4 стороны. И можно переходить улицу. Потому что сейчас такое у нас движение интересное. Сначала одни машины едут, потом другие машины едут, потом идут пешеходы все во всех направлениях. И потом опять так же по кругу. А мы идем на работу. Ну, заодно снимать для вас некоторые достопримечательности. Я, правда, недавно совсем их снимал для вас. Ну, не помешает. Утро, видите, 10 утра, а солнышко еще не поднялось. Только-только рассвет начинается. Вот они, елочки. Им уже я не знаю сколько лет, но они вот такие, такого роста вот всегда были. Ну, чуть, может, пониже, но выше не растут. Не знаю почему. Может, почва такая в городе. Ну, вот сколько они там? 4 метра. Все, им уже лет, наверное, по 30 вот этим. Может, больше даже. Даже затруднее сказать. Ну и знаменитая аллея. Вот это, видите, она такая. Вот так, полукругом. Она всегда так выглядит. Вот смотрите, ни одного человека нет. Я уже сколько иду, вот ни одного. Вот там вдали один появился. Ну ладненько. Днем будем для вас снимать новый контент. Друзья, сегодня постараюсь выполнить некоторые заявочки для вас. Вот одна из них сейчас мне просто попадается по пути. Это у нас дом Ленина 43. Подписчики мои хотели увидеть, как изменился двор этого магазина. Здесь у нас агентство Аэрофлота нынче в кафе Северянка. Вот здесь двор, здесь немножко его в этом году забетонировали, именно забетонировали весь. Домики покрасили, они так выглядят очень свежо, очень хорошо так, относительно, конечно. Тут вот между домами припарковался какой-то магазинчик, небольшой ларек. Там те дома, по-моему, к советской относятся. Так, а мы едем. Да, вот тут, смотрите, рядом это у нас получается свечка. Блин, это к Ленину тоже 41, по-моему, да, вот он из 2 корпусов состоит. 41 и еще какой-то дробь. И во дворе тут припарковался новый магазин постоянных распродаж, товары для дома. Я недавно его показывал, там первый этаж был продукты, но он почему-то закрылся.
И вот у нас институт Якут-Днепроалмаз, это второй корпус и первый корпус. Они соединены между собой вот этим галереей. Все, а мы едем дальше. Это у нас какой? Ленина 41, да, Ленина 41, я угадал правильно. Все, выезжаем. Магазин Кристалл, магазин Водолей. Рядышком они давненько уже тут стоят. Помните, был магазин Лайнер, да, вот сверху у него даже значки отличительные имеются. Роза ветров и значок Аэрофлота. Ленина 32. Институт Якут-Днепроалмаз. И вот сюда мы заруливаем на парковку. Еще раз хочу вам показать, что на парковке института машин-то осталось совсем ничего. Прям совсем немножко. Я просто супругу забираю каждый день практически. Мне приходится сюда заезжать. Друзья, у нас тут такие интересные, нам подкинули такую интересную идею. Надо купить квадрокоптер. Потому что, ну, снимать для вас не просто... Блин, да солнце, наверное, да? Солнышко сегодня такое яркое, морозное, на улице почти 20 градусов. Квадрокоптер. Ну, для улучшения, так сказать, контента, чтобы показать для вас город еще и с высоты птичьего полета. Город, может быть, карьер, может быть, еще какие-то интересные объекты. Ну что ж, будем зарабатывать, давайте собирать лайки, давайте будем собирать подписчиков. Нам нужно увеличить это количество просмотров, тогда нам уже открыли монетизацию. Ну, честно вам скажу, там вообще просто слезы, слезные. Нифига мы таким образом не насобираем, наверное, даже за 5 лет. Давайте как-то это поднажмем, что ли, привлечем большее количество подписчиков, и у нас увеличатся просмотры, мы купим хотя бы самый дешевый квадрокоптер. Я так посмотрел, он где-то в районе 10 тысяч стоит. Ну, это такой прям совсем простенький. Там на Алиэкспрессе, блин, вот. Ну, за 1500 смысла вообще нету, потому что они боятся ветра, и малейшее там 2-3 метра над землей поднимается. Я уже пробовал просто, у меня такое есть. Там камера у него там 0,3 мегапикселя, но это вообще ни о чем. Нам же надо, чтобы вы смотрели хороший, качественный видос. Поэтому хотя бы за 10 тысяч надо купить его, и мы вот накопим. Там у нас уже $5, по-моему, есть. На рекламе заработали. Блин, солнце такое яркое. Вот. Давайте, короче, привлечем больше людей. Заработаем, купим квадрик небольшенький такой, раскладной какой-нибудь. И будем выезжать на интересные объекты, и будем снимать их. Будем, блин, вам показывать, будем летать там вокруг них. Вообще, это интересная идея. Молодцы ребята, что мне подсказали. Вот. А я для вас сегодня проеду по каким заявочкам смогу, сниму и выложу для вас, наверное, может быть, сегодня интересное видео. Так, а у нас обеденный перерыв нарисовался, и нужно съездить на почту. Так, а это кто у нас? Странный какой-то, не знаю, видно вам, нет? Мишка какой-то в красной одежде гуляет по площади, там с ребятишками что-то возится. Странно, что это за Мишка такой, откуда он там взялся. Ну, про Почту России я вам рассказывать не буду, она стоит на месте. Если там кто-то из вас когда-то работал на Почте России, может, на телеграфе еще когда-то работал. Короче, друзья, респект вам, большой привет от нашего почтового отделения 678-170. Оно, кстати, нынче 174 в конце циферки стали. 678-174. Это центральное отделение Почты России. 175 это отделение на Советской. 179 это отделение в аэропорту. Это сортировка. Ну и все, в принципе, больше отделений у нас нету. Было еще на Верхнем Поселке. Вот в 2019 году оно закрылось. Ну, к сожалению, из-за того, что здание или здание стало аварийным, или, короче говоря, там
Они одни, по-моему, остались в этом здании на верхнем поселке. Некому было бы больше арендовать. А отопление нынче, друзья мои, стоит очень дорого. Поэтому они оттуда съехали. Все, идем на почту. Самое интересное, здесь поставили знак. Это инвалидам. Но его так поставили, что непонятно, то ли это посредине, то ли это я прям сейчас на нем стою. Непонятненько. Сейчас посмотрим. Ну да, это где-то, значит, вот здесь примерно. Это не нам. Мы правильно поставили наш автомобиль. Все, конечно, глупость. Здесь возле почты самое интересное, блин, все работники компании Алроса все ставят машины возле почты, потому что здесь на Ленина запретили остановку, поставили знаки, не только стоянка, а и остановка запрещена со всех сторон. Поэтому все, кому надо в компанию, они там машины оставляют. Все, идем на почту. Подойдите к окну номер 4. Клиент номер 146. Подойдите к окну номер 4. Все, мы здание почты покинули. Очередь там большая, талончик взяли. Передо мной 18 человек. Ну, думаю, у меня пока есть тут 5 минут. 10. Прокатимся и посмотрим. Здесь у меня поблизости есть адрес 50 лет октября 1А. Это я сейчас заеду, посмотрю, где такой адрес. 50 лет октября 1А. Это мне даже интересно. Если честно, сам не знаю, где это. Но сейчас на светофорах везде это как раз без 10:02. И тут везде такие образовываться начинают пробочки. И где-то до 10 минут 3-го. Машин много. Светофоры короткие. Не все успевают проехать. Поэтому бывает стоишь. И пару раз даже меняется зеленый-красный, зеленый-красный. 1А. Интересно, значит, получается это где-то вот с этой стороны. Как бы, где же эти адреса-то написано? Вот есть написано 50 лет октября, дом, и все. Ой-ой-ой. Номера домов, видимо, забыли. Потому что, когда ремонт делали вот у этого крайнего дома 50 лет октября, а может он к Амосово относится вообще, табличку забыли прилепить однозначно. Смотрю, может, с этой стороны. Оказалось, что 1А 50 лет октября, он находится за магазином Геофизик. А я его тут ищу, блин. 50 лет октября. Дом 5. 50 лет октября, дом 7. 50 лет октября. Дом 1. Вообще, короче, ничего не понимаю. Ладно, 1А мы сейчас. Это 1. Какой у нас? 1Б. 50 лет октября. Да. Короче, надо заехать с той стороны. Сейчас мы это дело вам нарисуем. Вот через площадь Кривошапкина. Можно заехать просто с другой стороны. Вот с улицы Юнского. Направо. Магазин Дар, друзья, кто просил магазин Дар, вот он находится здесь. Он на месте, немножко, видите, его тут облепили вот такой рекламой. Дар. Вот он ваш дом 1А.
Слева стадион, тоже просили показать стадион. Сейчас я попробую сюда спуститься. Здесь, помните, была автошкола. Вот. Да я сам эту школу заканчивал, автошколу. Да, здесь вот остался проход. В этой автошколе я учился. Николай Никифорович, наш преподаватель. Да. Ну, здесь автошкола осталась. Гаражи вот их. Можно зайти. Да, вот в этих гаражах мы и проходили обучение. Там стоял газончик, там у нас стоял наш Жигуль, на котором мы учились. А вот стадион. Видите, сейчас тут зима, никто его особо не убирает, снежок. Может, потом лыжники пробьют себе лыжню. Вот школа, видите? Вторая, да, школа? Вот дела. Так, все, друзья мои. Такую заявочку я выполнил. Сейчас, наверное, пробуем. Сейчас вернемся или на работу, или на почту. На почту, наверное, рано еще. Все-таки 18 человек впереди. Поедем дальше. Что? Если получится, еще какую-нибудь заявку выполним сегодня.